Новый год с детства любимый праздник каждого из нас. Таких событий очень немного в жизни современного человека. Все замечают, что перед его наступлением время словно ускоряется, ведь так много надо успеть. Сегодня четверг, а значит рабочий день. Задача усложняется. Центральный столичный рынок переполнен людьми. Куда ни глянь, искусственные елки, игрушки. Одним словом, все, что необходимо для украшения дома к празднику. Оксана Доброславская встречает Новый год с семьей в Абхазии уже второй год. 2021 они планируют отпраздновать в горном местечке Ауатхаре. Дорогие друзья, дорогие жители Абхазии, этот прекрасный солнечный край, Абхазия – страна души. Это действительно так. Я настолько полюбила этот край, вашу страну. Я желаю всем вам счастья, здоровья, успеха в личной жизни, в общем и в целом. Не бояться будущего, не переживать о прошлом, жить настоящим. Жизнь она сейчас, вот такая прекрасная. Хочу сказать, вам так повезло, что вы живете в этом прекрасном месте. Этот год был очень непростым, но очень плодотворным. В моей жизни очень произошло много всего, именно связанных с Абхазией. Именно эта земля помогла мне выстоять, выдержать, пройти через все перипетии. Еще раз хочу повторить, что этот край, он чудотворен. Поход на рынок перед Новым годом похож на ритуал. Торговые точки сверкают праздничными украшениями. Заглянули мы в магазин Гукола. Здесь игрушки на любой вкус и цвет ждут своих покупателей. А в глаза сразу бросается символ 2021 года – бык. Всех с наступающим Новым годом. Желаем всем всего доброго, хорошего. Приглашаем вас в наш магазин, где разнообразие товара просто шикарное. У нас есть все, что будет вас радовать дома, ваших близких, ваших знакомых, друзей. Что чаще всего покупают, на что спрос? Ну, больше спрос идет световые лампочки, шары. Каждый год все равно люди меняют цвет елочки, декор, свечи. Берут все, что хотят видеть дома, на своих столах, на своих стеночках. Берут все. Как настроение? Ну, шикарно просто. Новый год уже у нас давно начался. Сейчас здесь можно встретить кого угодно. За покупками приходят как взрослые, так и дети. Что ты купил? Расскажи нам, пожалуйста. Зубную палочку, копилку. А кто тебе купил? Мама, с Новым годом. Самые теплые и искренние пожелания народу Абхазии желали и гости столицы. Кто-то приехал сюда впервые, а для кого-то встретить Новый год в Абхазии – привычное дело. Я езжу сюда почти каждый год, но осенью. А мы с мужем в разных местах отпуска отмечаем. И в этот раз я решила ему показать свою Абхазию, которую я люблю. Люблю очень много лет и много где была здесь. И мы хотим закончить этот год в хорошем месте и встретить Новый год тоже в хорошем месте. Я очень люблю Абхазию, очень люблю людей. Я люблю большую воду, высокие горы. Я вообще очень люблю Абхазию на самом деле. Хотела бы сюда когда-нибудь приехать надолго, вероятно, на пенсию. Поэтому я желаю вам процветания. В городе царит особая атмосфера. Самый главный праздник в году всегда сопровождается морем улыбок, счастьем и весельем. Этот год для всех был сложным, однако новогоднее настроение никто не отменял. 2020 год для нас был, конечно же, для всех тяжелый, но ждем положительных эмоций в 2021 году. Всех с Новым годом, счастья, радости, желаю всего самого прекрасного и наилучшего. Каким был для вас 2020 год? Ну, достаточно интересным и сложным, и хорошим в том одновременно. Все вместе. Но, тем не менее, я считаю, что это был прекрасный год. Еще один год нашей жизни. Какие планы на 2021 год? Ну, как всегда, настроение просто замечательное. Так же, как и сегодняшняя погода. Но планы, они как-то все по мере поступления будем решать. Желаю всем счастья и здоровья. В каждой части города свои признаки наступающего праздника. Особенно привлекают внимание витрины магазинов. Каждый пытается создать то самое ощущение новогоднего чуда. Тем временем приближается 2021 год, наступление которого все мы ждем с нетерпением и надеждой. В целом, конечно, год был сложный для нашей страны, для нашего народа, потому что это неизвестная сложная болезнь. Она, к сожалению, многие наши граждане умерли. Наши близкие, многие болеют. Я надеюсь, что в скором времени
мы сможем одолеть этот недуг, у нас будет хорошая вакцина и люди перестанут болеть. Что лично вы ждете 2021 года? Ну, во-первых, от 2021 года я жду какого-то, скажем так, экономического просвета для Абхазии, медицинских каких-то достижений в плане победы над коронавирусом. Ну, также я жду улучшения жизни нашего народа, качества жизни нашего народа. Каждый опрошенный житель нашей страны не обходил стороной самую актуальную тему уходящего года – пандемию коронавируса. Светлана Кюлян – предприниматель. У нее салон красоты, а также магазин профессиональной косметики. Однако COVID-19 внес коррективы и в ее привычную жизнь. Чтобы Новый год наш был более легче и беспроблемнее, чем нынешний 2020. Берегите себя, берегите своих родных, не нервничайте по пустым мелочам и будьте здоровы, это самое главное. Каким для вас был 2020 год? Очень тяжелым. Как для предпринимателя был тяжелым, как для мамы был тяжелым. Наши детки все в ограничениях, не учатся, в школу не ходят. Это все отражается, естественно, на всех. И, конечно, из-за этой болезни в первую очередь подвержены наши старики этому всему. Мы переживаем, конечно. Чтобы он остался позади, это самое главное. 2020 год и для школьников стал настоящим испытанием. Образовательные учреждения закрыты, детей перевели на дистанционное обучение. 2020 год был для меня не то что сложным, он был абсолютно другим, наверное, как и для всех жителей нашей республики. К нам в нашу жизнь пришли новые технологии, как Zoom, постоянный WhatsApp, постоянный Telegram, но я думаю, мы справились с этим. И любые проблемы, которые будут у нас в жизни, мы сможем их перебороть. И желаю всем в 2021 году счастья, здоровья, благополучия. И всегда будьте вместе со своей семьей. Хочу поздравить вас с наступающим 2021 годом. Желаю, чтобы он для всех был счастливым, чтобы все было хорошо и никакой ковид нам не мешал. Столица Абхазии славится своими новогодними ярмарками, концертом на площади Свободы. Но в этом году в связи с пандемией встреча Нового года пройдет скромно. В начале декабря еще составлялся план по проведению мероприятия, но к концу месяца он сошел на нет из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Однако совсем без праздника жители Сухума не остались. Здесь и кинотеатр под открытым небом, фотозоны, ярмарочные палатки и масса других развлекательных программ. А вечером здесь царит особая атмосфера. Красиво украшены торговые павильоны, герои детских мультфильмов, Маша и Медведь, Свинка Пеппа, Малыш, Бэтмен, Человек-паук развлекают детей, создавая новогоднее настроение. Вот уже через несколько часов настанет долгожданный Новый год. Каждый житель не только нашей страны, но и всего мира ждет его с надеждой на счастливое и, главное, здоровое будущее. В госпиталях наших по лечению этой болезни мы знаем, что ограниченное количество людей в масках сегодня, вот если пройти посмотреть, к сожалению, не так часто встретишь. Наверное, это не модно или это стыдно, я не знаю. Вот я вполне адекватным вроде кажусь в маске, это нормально. Наверное, скорее всего, люди не верят, наверное, до сих пор. Я не знаю, но я хочу попросить наше население, всех жителей столицы, гостей столицы, чтобы не игнорировали все предписания, которые существуют. Нельзя сегодня... Вот мы видим, за столиками сидят люди, кофе пьют, это понятно. Но вот в толпах играют, резвятся дети, взрослые, все в хорошем настроении, но не защищены масками. Большая просьба ко всем. Мы должны друг другу помочь. Если самосознание у нас у самих отсутствует, по большому счету, наверное, сложно будет сотруднику милиции, тем более применять силу по отношению к тем, кто игнорирует все эти предписания. Я думаю, что тоже не считается возможным. Таким образом, в новогоднюю ночь на площади Свободы у главной елки страны будет играть праздничная музыка, будут работать магазины и каток. В новогоднюю ночь мы подготовили концерт, мы его отсняли. На мой взгляд, была локация замечательная, подобрали место, где можно было организовать это мероприятие, и уже в новогоднюю ночь наши зрители смогут оценить наш труд. Там, и юмор присутствует, там и наши национальные песни, танцы,
на любой вкус в этой программе каждый зритель найдет номер. Сария Кварацхеля, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.